وأفضل الصلاة وأم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. فلا الله Gospod Mirov i najboljši drag Slovenija, proroku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poslan для всех народа мира. Несмотря что Мухаммад был араб, но его миссия для всех народов мира. Рахматан лил аламин, милосердие для всех народов мира. Все пророки до Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям были посланы для своих народов. Мы в Коране читаем, что мы послали Муса народу, мы послали Нух свою народу, Ибрагим свою народу. Как исключение были два пророка, которые посланы не написаны для народа, для своего народа. Адам, потому что народ был Адам для дети Адама. Адам для дети Адама, потому что он основа всех человечества. И второй пророк, который написан не своему народу, был Иисус, алейхиссалям, написано Иса для дети Израиль, для дети для Бани Израиль, потому что у Иса нету отца, поэтому нету национальности. Нельзя сказать, что Иса был еврей. Иисус без национальности, как Адам. И в Коране написано, Аллах создал Адам и создал такой же принцип. Адам был создан без отца, без матери. Иисус был создан без отца, а Ева была создана без матери. Три творения от Аллаха, это Аллах Субхану ва Тааля. А Мухаммад саллаллаху послан для всех народов мира. Почему? Потому что уже человечество уже дошло до такой вид, такой цивилизации, что можно дать конституционный закон, постоянный порядок, постоянный шариат. Мы, мусульмане, всегда, альхамдулилля, когда я приехал сюда в 70-х годах, и поехал первый раз в мечеть, который был на восток мира. И это шейх был, имам Мустафа говорит, альхамдулилля, что мы мусульмане, у нас самые лучшие религии, у нас самые лучшие нации, самый лучший пророк и самая лучшая книга. Поэтому здесь я вас поздравляю, что вы родились в исламском семье. Многих русских, многих не мусульмане, они очень трудно будут, чтобы узнали исламский быт. Вот перед вами вот портрет Валерия Борохова. Она интеллигентна, она из семьи почти царя, но она сама ее мать заставила ее креститься в самый большой соборный церковь в Ленинграде. Все равно она не верила, что не может быть Иисус Бог, не может быть Троица один, не может быть Бог, который кушал и ездил и ходил и все совершил все физические характеристики. И она искала много. До меня искала, и даже в время, когда она говорит, что делать, надо делать новый закон для новой религии, потому что она ислам не знала. Это как называется, православный она не устраивала ее, католик также, еврейская не может быть еврейская, потому что Иисус послан только для евреев, только для детей Израиля. И когда познакомилась со мной, она начала спорить, что она хотела делать религию для людей. Я сказал, ты их создала, кто делает компьютер, делает к нему книга и конструкции, как использовать его. Кто делает машина, делает каталог, как использовать эту машину, как водить ее, как бензин использовать, как масло и так далее, и так далее. Аллах Субхану ва Тааля создал нас и дал режим, чтобы именно все, альхамдулилля, по исламу, мусульманин, у него расписание от рождения до смерти. Как он ведет себя ребенок, как он ведет себя молодой, как он ведет как мужчина, как жена, как устаз, как инженер, как врач и так далее. Нету ни одного вида в обществе, в жизни человека, который ислам не дал контракт, порядок к нему. Запретил ислам, чтобы прежде всего Мухаммад саллаллаху приехал в общину, в которой все люди были как звери. У арабов, например, это было 1500 лет назад, у них была газават. Что газават? Каждая семья нападает на другой, украет у них то верблюдов, то овцов, то лошадей и так далее. Кто сильнее, то, как вам сказать, слабого. Ислам запретил, что мы все братья, мы все рождены от отца, от Адама. И Аллах говорит, и Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, куллукум ли Адам, все дети Адама, все должны равны. Ни одного человека не должен другого, только по его ведению, по его характер. Ислам и ахляк это мораль. Мухаммад саллаллаху алейхи все пророки приехали на земле, чтобы воспитать мораль. А Мухаммад был, я совершенный мораль.
исламская мораль, чтобы все мы должны, как бы сказать, каждый из вас, который лучше носит добро, хоть бы это добро это словами, или материального, или сильно, или откроет что-нибудь для жизни. Это все открыто, между прочим. Сейчас мы, к сожалению, в настоящее время исламский мир такой немножко оставший. Но я хочу вам сказать, все европейская цивилизация и наука, она благодаря исламской Испании, которая была в Испании, между прочим, мусульмане жили в Испании 850 лет. Они открыли европейцам, как мыться, как строить улица. Все математики. Ты знаете, например, слово алгебра, да? Это арабские слова, это мусульманские открыли, это наука. Логарифм, это аль-Хаваризми, именно поменяя слова. А это он открыл все это. Ислам был 400 лет, медицина в Европе изучала книга Ибн Сина. Что такое Ибн Сина? Ибн Сина это, да, действительно, он, например, из Средней Азии, но он в это время была арабская исламская цивилизация. Аль-Фараби, Аль-Хаваризми, математика, до сих пор на небе звезды имеют арабские названия больше, чем других языков, потому что арабы сами, кто изучали космос и изучали все небо. Я хочу сказать, что вы, хвали Аллах, что вы родились в исламская семья. Вы, наверное, конечно, родители, они жили при коммунизме, мало знали об ислам. Но, альхамдулилля, сейчас уже сколько прошло? Уже 30 лет, 90 году, да, там, в 90 году, да, почти кончилось коммунизм, да, уже больше чем 30 лет, есть уже книги, есть Кораны, есть книга об исламе, много родителей, я помню много людей, которые имели коммунистический паспорт, этот, компартии, билет, сейчас они бросили, поехали в хадж, изучают и занимаются исламом, альхамдулилля. Вы, молодежи, сейчас как раз вы должны начинать именно, я доволен, что в таком возрасте вы все соблюдаете Рамадан. Рамадан надо начинать, дети, изучать их, например, с 8 лет, не заставьте их полностью до Магриб, хоть до 12, до 4 часов, до 3 часов. А после 14 обязательно каждый мусульман обязан соблюдать этот пост. Аллах Субхану выбрал этот месяц, чтобы мы, как курс лечения. Многих европейцев сейчас они соблюдают ежегодно такой пост, но не религиозный, а лечебный. Ну, зато он может за этого сохранять здоровье. А мы, мусульмане, когда мы соблюдаем пост, сохраняем здоровье и получаем благо от Аллаха Субхану Тааля. Аллах очень любит этот месяц. Почему? Потому что никто за вас не соблюдает. Вы соблюдаете пост или нет? Потому что любая молитва, это видно на глазах. Кто молится, видит, ходит в мечеть, и видно, что он молится. Кто дает закат, видно, что кто-то получает закат, видно, что он совершает добро. А пост как раз это скрытно между Аллахом и человеком. Соблюдает он или не соблюдает. Мой человек ходит, я соблюдаю, а может поехал в комнату, поехал в другое место, покушал и вытрал лицо, чистил зубы, говорит, я соблюдаю пост. Поэтому Аллах Субхану все благие действия получает человек их благо от него. А только пост секрет между Богом и Аллахом Субхану Тааля. Я очень поздравляю с этим месяцем, поздравляю, что вы уже соблюдаете. Я надеюсь, что вы, поэтому не только это Рамадан, только, например, отказаться от еды, отказаться от глупости, отказаться от плохих черт, отказаться от гайбат, отказаться от зависти, чтобы пусть каждый мусульманин желает своему брату по-лучшему, желает ему, чтобы он был лучше его. Если лучший брат лучше тебя, значит, это к тебе гордость. Однажды два братья, один пришел к ним, хотели с ним делать спор между ними. Он говорит, ты знаешь, что твой брат лучше, чем тебя? Он думал, что нет, я хочу сказать, нет, я лучше. Он говорит, я горжусь, что мой брат лучше. Я горжусь, что у меня мой брат лучше меня. Мне это лет помогает мне, значит, он лучше меня, значит, когда-нибудь у меня трудность, может, поможет мне. Я вам скажу один случай. Был, когда арабские страны, к сожалению, были время, когда они были слабые. И англичане решили освободить эту страну от хадид. И думали, хотим делать эксперимент. Этот генерал англичане был, сидит на второй этаж и на окно. Он говорит, вы уезжаете, но я до этого хочу вас, поскольку я уезжаю, вот у меня такая корона, я положу ее на окно. Кто может подниматься, получит ее. Конечно, второй этаж это высоко. Начали эти граждане стараться, например, получить эту корону. И начали спорить,
Каждый один чуть-чуть не доходит до волшебства, его другие друзья оттащат его вниз. И не хотят его волшить. Каждый хотел себя. Он говорит, вот что мы, как нас, мы довольны сейчас, что приходит, потому что уже вы не помогаете друг другу, а вы мешаете хорошего, или, например, который сильного, или который может достичь успех, вы тащите его. Это значит, когда мы находились здесь, мы хорошо спортили вашу мораль, а это наша была задача. И сказали начальнику, не боитесь, эта страна уже никогда не поднимется, потому что это граждане не помогают друг другу, а мешают друг другу. А наоборот, мусульмане, когда мусульмане были, всегда каждый говорит, я хочу, чтобы мой брат лучше, чем меня. И всегда поддержали друг друга. И Аллах, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, лучше из вас, кто лучше помогает другу. Я советую вам, чтобы именно только вместе, только когда вы объединились, когда вы помогаете друг другу, хоть не важно от национальности, не важно от места рождения, не важно от его лица, светлые, темные, глаза коричневые или зеленые и так далее. Вы должны считать, что вы, если помогаете друга, Аллах помогает. Лучше из вас, кто мусульманин, который отделяет трудность от второго брата, Аллах ему отделяет трудность в судный день. Ислам, так, за этого Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, из всех арабов, которые были вражды, были воры, были и алкоголики, начали их постепенно в высокий мораль. И так они остались как единица. Были случаи, когда одна из битв, которая это была, называется Аль-Кадисия, после битвы многие раненые сидят, и у них один говорит воду. Хотит один человек бросить ему воду, слышал, что второй брат говорит воду, он говорит, отдайте ему, я могу терпеть. Пошел к второму, хотел отдать воду, слышал это второй, что третий говорит, ой, воду. Он говорит, пожалуйста, я могу терпеть, отнесите к моему брату, он, наверное, нуждается в воду больше меня. И так пошел к третьему, четвертый говорит, воду. Он говорит, пожалуйста, отдайте ему, я могу терпеть. Пошел к четвертому, он уже мертвый. Вернулся к первому, он уже мертвый. Второй, третий, 4 погибли только потому, что они не погибли, они пошли в вечную жизнь, пошли к краю. Потому что каждый из них хотел, чтобы отказались от себя, отдали другу. За этого мусульмане в течение 25 лет открыли весь мир. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям родился в Мекке и поехали в Медину. В течение 10 лет открыли Дамаск, освободили Дамаск от римлян, освободил Ирак от Персии, освободил Турцию от римлян. И прошло 40 лет, уже ислам начинается от Испании до Индии. Только потому, что люди, каждый из них помогали друга второго, и любили его, и считали, что вы поддержка к нему другу. Здесь вы живете в стране, альхамдулилля, мусульмане, но вокруг вас не мусульмане. Прежде всего, ведь себя высоко культурно и высоко литературно, высоко культура, именно культура. Потому что если ошибаетесь, вы говорите, ислам такой плохой. Одевайте красивое, ходите культурно, вставайте в метро, вставайте, если вы видите старого. Видите слабого, помогайте ему. Видите пожилая женщина, тем более я живу в центре Москвы, вокруг меня одни женщины, которые одиноки и носят такие большие сумки и так далее. Я когда подхожу, говорю, а почему ты не помогаешь? Я помогу ради Аллаха. А ты меня знаешь, мне обязательно знать, ты видишь, что женщина одна, носит такой тяжелый, я иду из метро домой, я, альхамдулилля, несмотря что у вас, но я еще сильный и молодой, могу вас помочь. Они говорят, а кто вас это вызывает? Аллах. И так некоторые очень спрашивают потом после этого. И некоторые говорят, а можно у вас Коран и так далее. И несколько случаев, когда именно они пришли ко мне, взяли Коран, и в конце они приняли ислам. Наш мораль показывает наш ислам. Желательно, чтобы мы не именно отказали от наших даже права, чтобы показать, что мы мусульмане, культурные люди, вежливые, цивилизованные, и чтобы показать, что ислам, альхамдулилля, это самая лучшая религия и самая лучшая, которую Аллах послал. И всегда я советую вам именно ведь себя всегда. А сегодня мы кушали. Кто из вас говорит бисмиллях, когда начал кушать? Все говорят. Все говорят. То хорошо. Кто из вас, когда кончил, говорит альхамдулилля раббил аламин? Забыли. Надо всегда после этого благодарить Аллах субхану ва тааля, что нас нищий. Сколько людей богатые, и сколько нет, они не могут, либо у него язва, либо у него такие болезни, либо диабет, которые у него миллионы, они кушают сахар, не могут кушать, сладости не могут кушать.
сколько людей поэтому всегда мы говорим, это ближе Allah Subhanahu подарил нам. Allah Subhanahu Ta'ala его помощь. Мы говорим, когда что такое, альхамдулилlah, хвала Аллаху, который дал нам возможность без нашей силы. Без нашей, если нет здоровья, кушать не можете. Если нет деньги, не можете кушать. Поэтому всегда начинаем бисмилля и кончаем альхамдулилля раббил аламин, который нам дал нам вещи, который нам как дал нам вещи и битье, и кушать, и крыша на голове тоже. Альхамдулилля, ат'амана, васакана, вакафана, ваавана. Авана, знаешь, у нас есть дом. Сколько людей сейчас бедных. И даже в России, не говорим о Палестине, или некоторых странах, которые в Африке, или в Индии, и вокруг этого. Поэтому, хвала Аллаху, чтобы Аллах нам подарил ислам, но ислам не хватает, что я мусульманин. Мои родители мусульмане, знания прежде всего. Советую вам каждый познакомиться с книгой, которые выдаются, особенно Коран. Наш перевод, у кого русский язык хороший, наша книга переводится, чтобы мы начали работать, мы начали этот перевод в советской власти, когда была все Россия, мы начали в 1985 году, когда в СССР, когда только русский язык. И мы считали, что мы должны написать его такой уровень, чтобы русских приняли его. Поэтому здесь у нас высокая литературная, он высокий, и, конечно, кто знает русский язык, ему очень нравится. Я не говорю только, например, не читайте других переводов, пожалуйста. Если можете наш перевод, читайте другие переводы. Все переводы правильные, но некоторых слабые. Наш перевод отличается, что он высоколитературный и многих научных знаков в Коране. Почему? Потому что я когда с Валерием спорил, а почему ваш Коран лучше, чем Библия? Во-первых, Библия она не сохранилась. Библия это очень многих она переписала 20 раз. Аллах Субхану Тааля послал книги временно для определенного народа, для определенного района. А ислам, Коран написан для всех времен и для всех народов. Каждый специалист найдет в Коран, что ему доказывает, что это книга от Аллаха Субхану Тааля. В Коране написано многих чудеса и многих информаций, которые только открывали только в конце 20 века или в начале 21 века. Потому что много информации, которую Аллах создал. Аллах Субхану Тааля, ученые говорят, у Аллаха два Корана. Коран, который читается, это Коран, и Коран, который он видим. Мир, жизнь, солнце, луна, воздух, вода, море, горы и так далее, и так далее. Любой специалист, когда начинает изучать вокруг себя специальность, увидит, что это в Коране есть. Коран, чудеса в Коране невозможно обходить, потому что нужно много книг. Могу выдать несколько примеров, допустим. Есть аят в Коран, что у алейха 19. Коран строен по 19. Люди это раньше не было компьютер, не могли арабы узнать, что такое. Коран строен по системе 19. Большой 19. Это 1 и 9. В начале цифры и конца цифры, потому что все цифры начинаются от 1 до 9, и потом объят повторяется. Когда в конце 20 века один египтянин был в Америке, изучает IT, это компьютер, и начал положить компьютер, все аят Корана и Корана в компьютер. Он увидел, что каждая буква в Коране повторяется кратность от 19. Например, сура Аль-Бакара, вторая сура, начинается Алиф Лям Мим. Алиф Лям Мим. Он изучал, сколько количество Алиф в этой суре, сколько количество Лям в этой суре, и сколько количество Мим в этой суре. Увидел, что количество Алиф в этой суре, кратность, равна от 19. Если разделить эту сумму на 19, получается ровная, без запятая. Например, 500, 600, 325, нету запятая. Узнал потом, сколько есть, например, лям. Тоже так же увидел, что это именно количество лям, это сура, кратность от 19. И также к мим. Несколько сур, была сур, например, и так он удивился сначала, это сура. Потом повторили это на все суры Коран, увидели, что в каждой сура начинается буквы, которые в начале сура, они повторяются, от кратность 19. Были два случая. Буква М и буква Каф. Есть в Коране сура называется Каф. Есть такой Лут. Лут это группа людей. Во все суры Коран повторяется имя Лут, написано семья Лут. Семья. Слово Л используется. В этой сура, которая есть буква Каф, написано Каум Лут. Каум это тоже группа, тоже народ.
удивился, почему здесь везде весь Коран, во всех сурах написано люди Лута. А здесь написано Каум Лут, группа людей. Именно потому что сура начинается Каф, и много Каф повторяется. Если бы эта сура повторится именно буква Каф, нарушалась бы эта система. Это только Аллах Субхану Тааля может такие делать. Вторая сура, у нас, вы знаете Мекка, да? Знаете Мекка, да? Слышали Мекка, да? Где Мекка находится? Да, что такое Мекка? Мекка это где мусульмане начинается молитва, да, там. Мекка в Коране повторяется несколько раз. А в одной суре написано не Мекка, а Бекка. Почему Бекка? Везде Макка, в одну суру написано Бекка. Изучали, получили, что эта сура, если буква Мим была Мекка, нарушалась эта система. Это ни один писатель не мог делать, чтобы, например, узнать, почему эта сура, где Мим повторяется много раз, написано Бекка, не Мекка. Именно благодаря тому, что, например, Коран состроен, чтобы каждое слово, каждый алфавит, каждый алиф, каждая буква из арабского мира повторяется в Коране кратно от 19. Это одна из, это математик, это, например, человек, который IT, может это изучать. Медицина. Биология в Коране написано лучше, чем электронный, как называется, этот компьютер, не компьютер, это электронный увеличитель, этот гороскоп. Написано лучше, и даже не до сих пор никто не узнал, то как Мухаммад ﷺ в Саудовской Аравии были пустыни, никаких карамов нет. Как узнал, как развивается эмбрион у матери. Даже для врачей, которые имеют Нобелевскую премию, он говорит, в Коране написано лучше, чем что мы видели самому через электроны и так далее. Горы, допустим. Написано в Коране, что гора состоит, такая, не смотрите, сколько она высота, одна 15 наверху и 14-15 под землей. А в Коране написано, Аллах создал земля и создал ее горы, чтобы они не кабались, не держались. Это как меховик в машине, этот двигатель, чтобы она держалась. Поэтому все чудеса в Коране, которые состав воздух, 7 слой атмосфера. А кто знает Мухаммад ﷺ, что атмосфера состоит из 7 слоев, и каждый слой своей задачи. Море. Как Мухаммад узнал, что, например, если человек плавает, чем он глубоко, исчезает цвет. И действительно доказано, что, например, слой, например, 10 метров, один цвет уничтожается, второй, когда глубоко, он очень полный 100% темнота. Даже море. Между морем есть пресная вода, есть соленая вода, есть берега. Даже океан, он не один море, это много морей, один состав и вода отличается, и они не мешаются друг другу абсолютно. У нас был Муса Манаров, знаете, космонавт из Дагестана. Он говорит, я сам видел из космоса, как Волга падает в Каспий, что действительно один слой это один вода, и дальше, где там Волга вмещается вода, и потом сама Каспий. В Коране написано, что верите в Бога, который создал разные моря, разные воды, и они не мешают друг другу, между ними как-то бригада. И да, действительно, там рыба, которая живет в дельта, она поднимается, например, в Волге, возвращается, идет в воду, где там Каспий, она вернется обратно. И рыба, которая живет в Каспии, никогда не живет в дельта. Откуда Мухаммад ﷺ узнает? Поэтому это доказательство, что Аль-Коран Карим это книга Аллаха Субхану Тааля, который нас послал, чтобы мы изучали, чтобы мы поняли. И прежде всего не хватает нам только молиться, и мы что высокий мораль работает. Аллах, пророк ﷺ сказал, когда это, извиняюсь, не сам пророк, один из халиф. Я увижу человек, мне нравится, поведу и так далее. И спрашиваю, какая профессия? Он говорит, нет, он говорит, тогда ты не мусульманин, иди занимайся и работай. Умар ибн Хаттаб однажды видел человека, который постоянно в мечети сидит, молится. Он говорит, хорошо, ты молишься, откуда ты ведешь? Говорит, у меня брат работает, он говорит, твой брат лучше тебя. Иди работай, Аллах не нуждается в твоей молитве. Аллах нуждается, чтобы ты ученый, работал и так далее. И Мухаммад сказал, у кого профессии в руках никогда не бедный. Поэтому учитесь, пожалуйста, и занимайтесь, и каждый по своему таланту, по своей возможности. Но знания, прежде всего, имам
Шафии говорит, и Абу Ханифа также говорит, хотите быть успешны в этой жизни, уезжайтесь. Первые слова ислама – учитесь. Икра, да, знаете, да, слышали, да? Первый аят Корана икра. Это не часто читает, это занимайтесь, думайте. А хотите быть успешны в той жизни, тоже читайте, уезжайтесь. Хотите быть успешны в этой жизни и в другой, знания, знания, знания. В судный день самое большое наказание, говорят, Аллах все, с кем, все мусульмане, все верующие будут видеть. Три варианта людей, которые Аллах никогда не увидит. Человек, который женился и украл от жены свой калим, свой британский дар. А, нет, ну тут это калым, это святое. А святой тоже, и второй, человек, который дает, говорит, дай мне деньги, я клянусь, я тебе даю, верну обратно. И он, именно человек отдал этот долг, именно когда клянусь Аллаха. Человек, это человек, говорит, Аллах никогда не видит его и никогда не увидит, никогда не чувствует запах рая. Третий вариант, который человек, например, забрал человек, украл, например, напал на человек и говорит, это мой раб. Это было время тогда, во время ислама Мухаммад саллаллаху были люди, когда было рабство, было рабство. Например, взял свободного человека, он заставил его, украл его и пошел и продал его, например, где там было, еще тогда, в это времена был рынок, где может продаются рабы и так далее. Три варианта людей, которые Аллах никогда не простит и не дает им запах рая. Поэтому здесь, когда я, например, у меня в мечеть, несмотря, я, алхамдулиллах, я не нуждаюсь ни в чем, нет богатства, у меня нет бизнеса. У меня бизнес нет, у меня, как и там, есть расходы и так далее. Приходит ко мне, дай мне 10 рублей, возьми 5, он говорит, дай мне долг 10 рублей. Вы знаете, я даю 5, и мне возвращают, нет, 10 тысяч, допустим, не 5 рублей. Я знаю, что не продаются, вы знаете, возьми 5 тысяч и прощаю тебе, и больше не проси. Потому что до этого и кто 20 и не вернул, до 15 не вернул, кто 10 не вернул. В последнее время даю только 5 и, пожалуйста, больше не проси. Поэтому, если человек взял у вас деньги, если вы считаете, что богатый его, и он действительно нуждается, он не пошел ни на алкоголем, ни гулял, а он нуждается это, если у вас возможности просить его, Аллах простит и дает вам много раз больше. А если он действительно взял деньги только для развлечения и купит дорогие часы или дорогие одежды, или что-нибудь не нужно, или это, конечно, не стоит дать ему. Как махр правильно платить? И вообще сколько платить надо? Потому что там запросы-то у некоторых-то. Одна говорит, мне котенка хватит, а другая говорит, мне, говорит, машину. Нет ограничений на махр. Зависит человек, сколько возможностей. Но средне, например, было время, когда во время Умар ибн Хаттаб выступал в хутбах и говорит, не надо увеличить, нельзя, не делайте большой махр. Пожалуйста, надо махр, чтобы умерен بالمهر. بالумерен, чтобы не увеличить, пожалуйста, родители или девушки не попросить большой махр, потому что люди трудно жениться. Одна женщина. О, Умар, халиф, ты не прав. Аллах говорит, если у тебя деньги дали женщине золото и серебро, и точно, пожалуйста, отдайте им, потому что у тебя есть возможности. В исламе нет ограничения нахар и нет минимум и максимум. Зависит от общества. А сейчас, что они говорят? Зависит уровень семьи. Ты женщина, как их родители живут, как ее брат, как сестра, как ее двоюродная сестра жены вышла замуж, сколько она жена. И это именно у каждого. А если человек, например, большая разница в возраст, в красоте, в обществе, в знании, в красоте женщина, поэтому здесь уже нет никакого ограничения. Можно меньше, можно больше. Было время в арабских странах, когда сама женщина, было время, когда женщина уже занимается, кончает, например, диплом, занимается, например, врачом, инженером, учительницей и так далее. И смотрит, все боятся на нее жениться. Она идет, она сама, не хочу калим, пожалуйста, только на меня жениться. Понимаете? Потому что сейчас в России, когда много женщин и мало мужчин, могу сказать, что женщина должна попросить много калим. Вот я тут согласен с вами. Ислам, каждый мужчина должен женять, и каждый должна замужем. И нужно зависеть от обстоятельства. Если, например, в арабском мире всегда родители, здесь в России сама девушка выбирает. А в арабском мире только родители.
постоянно ученые, наши имамы говорят, пожалуйста, не попросите много калимов. Даже не только так. Есть арабская поговорка, говорит, не берите невеста для твоего сына, берите жених для твоей дочери. Понимаете? И были случаи, много случаев я помню в нашем городе, что сами родители, у них дочь хорошая, смотрят, какой хороший мальчик, какой хороший мужчина, они говорят, знаете что, просто не жениться, деньги нету, не волнуйтесь. Вот, пожалуйста, я даю вот такая, он послушал человека, который дает ему деньги, чтобы не от него, дядя или знакомый, говорит, знаете, возьмите эту сумму, идите женись, идите к этому шейху, видите его дочь. Я вам скажу, такой случай был. Однажды это не тот случай, это имам Абу Ханифа, вы все ханафиты, да, там здесь, да? Вы все соблюдаете имам Абу Ханифа, да, там, имам Абу Ханифа. Отец Абу Ханифа, Ан-Ну'ман, вот мы говорим, Ан-Ну'ман, ثابت. Отец Абу Ханифа работал всадник у одного богатого человека. Хозяин этого сад, он говорит, принеси мне, пожалуйста, гранат. Сабит пошел и принес ему гранат. Открыл хозяин, оказался гранат кислый. Он говорит, ты что, я попросил тебе гранат. Почему ты принес гранат кислый? Он говорит, извиняйте, я не знаю. Как ты не знаешь? Ты работаешь здесь 10 лет, не знаешь, где сладкий гранат и где кислый гранат. Он говорит, клянусь Аллахом, я никогда не пробовал, потому что ты мне не попросил, не сказал, ты можешь кушать. Не можешь кушать гранат. Поэтому я без твоего разрешения не кушаю. Ты здесь работаешь и не кушаешь, говорит, ты сказал мне кушай этот абрикос, я кушаю. Ты сказал мне кушай гранат, гранат не разрешил мне. Он говорит, как хорошо такой честный человек. Он говорит, ты грешил сейчас, потом передо мной. И я не прошу тебе, пока ты не женишься на мою дочь. Он говорит, я согласен жениться на твою дочь. Он говорит, но она слепая. Я согласен, только прости меня. Она кривая, она некрасивая. Он говорит, я согласен, только прости меня. И в конце концов, это, как вам сказать, когда женится, оказывается самая красивая, самая умная, самая разговорная, потому что он увидел этот человек порядочность. И поэтому я советую здесь, у кого родители, у кого есть, например, дочь, пусть сами ищут для своей дочери хорошего жениха. Чтобы, и особенно морально. Однажды пришел человек, и друг говорит, вы знаете что, у меня дочь, на кого выйти замуж? На богатого, на, например, человека из власти, это имеет, или, говорит, ищите жениха религиозного. Если он любит ее, полюбит. Если он не любит, он не уважает ее, потому что религия не позволяет ему обижать ее. Ну да, нельзя обижать девушку, да. Согласен. Исламская права какая там права? Например, если мужчина работает, и действительно его, это именно доход от него не зависит от женщины, он должен дать женщине все условия. Какие? Как он, например, у него хорошая машина, купит машину такая же. Он кормит, кушает рыба и икра днем и так далее. Тоже кормит так же. Одевается из лабанже, или как называется, ферма, тоже так же. Например, нельзя, чтобы он использовал, например, высоких, богатых людей и женщин дать. По исламу, но богатство это его. А если женщина бизнесвумен, она имеет полностью свою доход. И не имеет права мужчина вмешиваться в это. Только если она добровольна, это ее дело. Женщина, если имеет бизнес, она ее собственный ее. Как деньги мужчины это общие, деньги женщины это ее, да? Да, потому что мужчина обязан, почему? Он говорит, он обязан, мужчина обязан одевать жену, кормить ее, отдать ее площадь, где жить и так далее. И она имеет право, ничего не занимается, только воспитать детей, рожает детей и ухаживать за себя и за мужа. А если у него здоровье не позволяет, если у него возможности, может даже принести слуга или один раз в неделю, один раз в 2 месяца, кто-то убирает квартиру, если она большая квартира и так далее. А в случае, если жена изменила или детей не родила? Нет, это уже не жена, это не мусульманка. У меня вопрос души. Когда душа и каким образом вселяется в человека? Пришел Джибраил, алейхиссалям,
Muhammed s.a.v. спросил много вопросов. Джибраиль пришел, видит человек. Говорит, Мухаммад спросил, говорит, расскажите о имане. Он говорит, иман, что верит в Аллаха, в его книги, в его пророки, в его ангелы, в его судный день. Ислам, говорит, ислам, чтобы соблюдать намаз, соблюдать Рамадан, закат, хадж, за сала, ля илля Мухаммад Расулла, шахада. И спросит, как душа? Он говорит, это Мухаммад отвечал, этот вопрос вы знаете лучше чем меня. Потому что Мухаммад знает, что это Джибраиль. Окружающие не знают. يسألون عن الروح قل الروح من أمر ربي. Спрашивают о духе, это дух от Аллаха Субхану ва Тааля. Это выше, чем наше знание. Не можем, когда мы знаем единственный хадис пророка и по Корану, чтобы душ влияет в человека, в эмбриолог только через 4 месяца. Как, да. После беременности. После рождения? Нет, зачатие, после зачатия. Да, зачатие. И действительно все женщины знают, что после 4 месяца он движется. Сначала он как разбивается, как клетки умножается. Это момент, это все женщины, он другается. Значит, именно вошла руха, и он уже живущий. Поэтому аборт в исламе запрещается после 4 месяца. А до разрешается? Если необходимо, если опасность, жизнь мат. Вообще ислам запрещает полностью аборт. Полностью. Только если женщина болеет, и этот, например, как вам сказать, эта беременность, опасность для жизни этой матери разрешается только если это до 4 месяца. Все равно это макрух остается, по-моему. Так? Это все равно макрух, по-моему, остается. Макрух есть, но нет, если опасность, если мусульманский врач грамотный, понимаете, и говорит, нет, если продолжение, эта беременность опасна для жизни мат, можно. Но макрух это иногда можно использовать. Конечно, макрух, но это допустимое. А так в других случаях нельзя, ни в коем случае. Жизнь, как очень временно, как очень 4 месяца, очень живой. И по исламу, если это после этого, если ударит, например, кто-нибудь авария или что не авария, то нарочно, например, ударит женщина, она это как должно быть, как вам сказать, это дия. Дия это значит выкуп за то, что он, например, кончил жизнь живого человека. Почему основная вера ислам иман бил-гайб? Некоторые люди начинают, где как Аллах? Он сидит где на небе или на земле, где он видит или не видит, и так далее. Он все знающий, мы знаем, что Аллах с нами. Как с нами, эта форма не знаем, как он. Нельзя, и не советую, ребята, влезет в таких, очень много сейчас секций, которые начинают, давай думаем, где Аллах, и как он выглядит, и он вечный и не вечный, он будет наказать нам или наказать, это не нужно. Вам верите, что Аллах есть, Аллах с нами, Аллах милосерден, Аллах великий, Аллах знающий, Аллах богатый и так далее, и так далее. А как он, где он и как он, это не нужно абсолютно вопрос. Нельзя детский сад научить теорию Эйнштейна. Это для некоторых специалистов, которые люди между ними разговаривают, и не нужно для массы народов. Вот еще такой вопрос, когда кто-то уходит из жизни, говорят, вот, чтобы он встретился со своими родными, близкими. Как этот процесс происходит? Это называется алям аль-барзах. Алям аль-барзах мы мало знаем о него, только некоторые рассказывают. Я, как сказать, по точке зрения ученых, что верующий человек, который умирает, он следит за своих внуков и детей, зуррия, что осталось за ним. Иногда, если он был такой очень религиозный, и он может иногда молиться свою, Аллах Субхану ва Тааля, чтобы, например, если его дети немножко они неправильно ведут себя, что их направлены будут. Но это мнение некоторых ученых, не все. Мы знаем, что все это начертено Аллах Субхану ва Тааля, только дуа, изменяет судьба. Только дуа. А мертвый, когда умер, он уже не имеет. В жизни может родители, дедушки, родители, может они по дуа изменить судьба, изменить путь, не судьба, путь своего сына. Или уменьшить, например, беда. Должна большая беда уменьшить ее именно дуа. Ла ярудду аль-када илля дуа. Не меняется судьба, только дуа. Я вам советую всем, обращайтесь к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах любит, когда им обращается. Утром попросите Аллах, вечером попросите Аллах. Сейчас Рамадан очень открыто, именно, как говорят,
أبواب السماء ворота неба. Советую вам утром и вечером делайте дуа. Я Аллах, я Рахим, я Карим, я Азим. Делайте мне, женщина говорит, брось мне, дай мне хороший муж. Мальчик говорит, дай мне хорошая жена, дай мне хорошая учеба, дай мне хорошая дорога, слушай, мои друзья. Лучше всего дуа. Не забудьте, не можете молиться, делайте дуа. Не можете, нет времени у тебя, читайте Коран, не можете читать Коран, делайте дуа. Я Аллах, постоянно, ваш язык не повторит песни Аллаху Кашова или другие. Именно Субханаллах, Альхамдулилlah, Ла Илаха Иллаллах, Астафируллах. Сами лучшие дела мусульмане после молитвы и после ходила именно дуа. Вы готовьте на кухне, делайте, откройте Коран и слушайте его, или салават, саллаллаху аля Мухаммад. Увлекайте ваше время именно исламские говорят, либо словами, либо песня исламская, либо Коран, либо дуа. Здесь очень много таких песен, очень много хороших, красивых. Не увлекайтесь постоянно одни сериалы по телевизору, не постоянно говорите о том, такие плохие мнения. Сейчас доказано, что человек, который постоянно слушает, например, положительные эмоции, именно Коран сами лучшие эмоции, это у них очень много здоровья, и уменьшит давление, и уменьшит его диабет, все лечение. Советую вам именно дуа, не откажите, не увлекайтесь от дуа. В машине сидите, дай дуа. Дуа только, я Раб, вфикни, ой, Аллах, помоги мне, ой, Аллах, дай мне хороший, дай мне, чтобы у меня не были несчастные случаи. И просите, и богатство строите ничего, и просите хороший муж, и большая квартира удобная, и большая машина, все, Аллах богатый. Не откажите, не думайте, что Аллах, если попросите, это, например, как вам сказать, самые лучшие богатства Аллах не даст вам. Аллах щедрый, но только просите его. Аллах любит, когда ему обращается, и не любит, когда человек забывает его. Он вас создал и хочет, чтобы вы всегда ближе к нему, всегда к нему обращались, то он вам выполнит ваши просьбы. А если вы забыли его, он забывает вас. Я советую вам именно использовать это месяц для дуа. Всем. И богатые, и бедные, и красивые, и удачные, и всех попросите, сколько хотите, и не забывайте это дуа. Днем и ночью, и ложитесь спать, бисмиллах, ложусь. Утром проснусь, альхамдулиллах, что Аллах дарил нам еще один день, жизнь. Прошу Аллах, дай мне этот жизнь хороший, этот день, удачи, что он был счастливый, спокойный. Не забудьте дуа, мои братья и сестры. Дуа самое важное в жизни. Дуа второй важность после молитвы, после веры. Идете на верный путь, просите Аллах, дай что-то хорошее. Выступайте в институт, дай Аллах, что знания у вас полезно. Уезжайте куда-нибудь, дай Аллах, что моя поездка была удачная. И всегда после этого Аллахум салли Мухаммад. Салават. Очень важно, Мухаммад саллаллаху наш принес самые лучшие религии. Он очень страдался, 20 лет, 23 года он занимался. Слушал Аллах Субхану Тааля и дал нам самые лучшие религии, самые удобные, самые, как вам сказать, удобные для человека. Мусульмане жили 850 лет в Испании, как в раю. До сих пор Испания получает за Андалусия, где жили мусульмане, туристов 55 миллионов, больше, чем население Испании сама. Поэтому советую вам, не забудьте дуа ни днем, ни ночью, никогда.